погода шикарная. Последний раз я был здесь, наверное, уже прошло недельки 2. Ну, неделя точно прошла. Ветер капец. Где ты взялся, ветер? Не было ж. Где-то взялся, собака. Капец, ветер. О! Ветер, падла. Встречный ветер.
исключением самокатчика. Нам направо на набережную. Генуэзская крепость. Танцы. Такие танцы. Мы такие танцы, мы такие обниманцы. Ветер падла. Сегодня танцы, мы сегодня зажигаемся. Мы с тобою танцы, мы с тобою обниманцы. Что там у мужика посыпалось? Волейбол рубятся. Нам направо, на пляж. Набережная Судака. Столовая быстрая. Ну, людей так не много уже. Поразъезжались люди. Может взять лимонадика где-то холодненького. Лимонад, газ-квас, газ-квас, лимонад. Ветер, но жарко. Плюс 33 сейчас. Да, людей так нормально на пляже. Самосы, самосы. Собаки.
Собаки — это очень опасно. Ну да, так народ есть, конечно, загорают. Камера хранения. Да, так людей нормально. 2 сентября. Красота. Погода. Погода супер. Прокатимся чуток по набережной. О, этот спас колонкой. Сейчас прокатимся сюда, посмотрим здесь сколько людей. Ну тут тоже есть, да, люди. Тут пляжи поменьше, но люди тоже тут есть, как бы. Водичка чистая такая. Красота. Да, сейчас бы скупнуться, только оставлять негде. Электричку. Да, красота. Водичка. Сейчас здесь станем, посмотрим. Ну тут особо не видно, да, людей. Тут люди есть, вот. Сейчас она где-то стать, заснять. Здесь может где-то заснять, стать. Можно и здесь, в принципе. Ресторан
Ривьера. Прям с ресторана на берег выходишь. Да ёпсель. Ривьера. Пиратское такое. Корабли. Да, там на велосипеде с двумя сумками. Женщина. Ох уж эти женщины. Экскурсию. Собака отдыхает. Да, лето еще продолжается. Сколько мяса. Шашлык, мясо. Уже, наверное, купили кто-то, что-то он кто-то ходит по территории, там апартаменты купили.
Вот такие тут апартаменты в Судаке. Неплохие. Неплохие, дорогие апартаменты. Покупаем. Приезжаем, покупаем. От 10 лямов. Все, сейчас будем выезжать по Кипарисовой аллее. Ох ты, что-то там жестко переключается так у меня. Ну ладно, конечно. На велосипедах. Вау, на машинах, на велосипедах. Нет. О, тут шашлычная вся. Шашлыки, чебуреки, мясо. Все, что хочешь. Воу. О, тут собаки балуются. Балуются собаки. Спасибо.
Уже помню. Все, выехали. Сейчас поедем на заправку пить кофе. Хот-дог. Хот-дог кофе. Кстати, 4 собаки только что были. Они все такие спокойные. Даже не гавкали. Ветер. Выехали из Судака. Что-то строят. Одного деления нету. Проехали 14 километров. Сейчас будет обгон.
это походу всю дорогу до Коктебеля будет ветер. Плохо, но ничего не поделаешь с этим. Будем ехать. Главное, что у нас время есть. А время у нас сейчас 6 нету еще. Отлично. Время у нас чуть-чуть с запасом. Время чуть-чуть с запасом есть. До Феодосии 50 км. Жарит 50 км. Навонял подлюка. Ох, ветер сразу. Подлюка такой. Ну ладно. Все, приехали. Сейчас будет перекур. Кофейка бахнем сейчас. Ах. Кофейка надо нам бахнуть. Фух. О. Что у нас тут есть? Тут есть у нас, что тут у нас есть, да. Выезжаем из Судака. Попили кофе, хот-дог навернули, отдохнули минут 20. И едем домой. Сначала в Коктебель, а потом Орджоникидзе.
ветер, встречный ветер. А мы на турбо. Фух, хорошо. Проехали уже 16 километров. Общий маршрут сегодня должен быть 62 километра. Где-то так. Красотища. Горы, горы. Горы зовут. Нам ехать до Коктебеля где-то часик. Не спеша. Ветер, подлюка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вон виды. Виды, огонь, виды. Кругом одни виды. Вчера доливал герметик в колесо заднее. Ну, мне покрышку поменяли, а герметик поздновато уже было и не успели. И я сам доливал. Так вот, выкрутил я не весь ниппель, а часть верхнюю только. Как она? Пресс там называется. И, короче, выкрутил. А у меня один герметик еще старый есть. Фирма Питтис. Такой хороший. Дорогой. Но
хороший. Он заклеивает хорошо, не воняет. И вот у меня там оставалось вот 300 миллиграмм. И я, короче, его доливаю. Ну, снял часть ниппеля. Доливаю. Еле-еле он там что-то капает. Короче, цедил только 100, ну где-то 80 или 100. Вот-то путешественники. В общем, где-то 100 залил. Даже, наверное, не 100, наверное, где-то 80. Так вот, мне еще надо где-то грамм 50 еще долить. А новый герметик я себе купил. Блин, фирму не помню. Но он, короче, один из самых дорогих. Пахнет такой именно пахучий. Заклеивает четко. Если где-то там поймал иголочку или шипы, или гвоздь там, или что-то такое, вообще он там штампует. Вот. Но я его еще не открывал, он у меня стоит закрытый. Так вот, надо будет завтра мне доливать. Я вот думаю, старый уже закончить или надо открывать уже новый. Ну, наверное, чтоб не стоял, не сох, лучше старый. Он уже у меня стоит давненько. Надо, наверное, старый уже закончить, да и все. А новенький запечатанный пускай стоит. Хорошо вечером катнуть по трассе Судак-Коктебель. Если бы еще машин было мало, ну их и сейчас практически мало, да, ну как бы 3-4 машины, если проедет, то это фигня. Уже в принципе пик сезона прошел. Люди уже многие выехали, так что нормально. Ну пока еще таковая осень не вступила в свои права. Еще где-то дней 10 точно, даже не 10, где-то дней 15 еще будет так, более-менее лето. Где-то с числа, наверное, 15-го там уже погода начнет, мне кажется, портится, дожди там уже, а там кто его знает. Посмотрим, как в этом году. В том году где-то с числа 15-го, да, уже начало холодать, дожди уже там начались, особенно после дождей в сентябре уже как бы холодает. Но как в этом году будет, непонятно. Посмотрим. Я планирую в Сочи ехать.
если ничего не поменяется, поеду в октябре в Сочи с велосипедом. Я был в Сочи в 2021 году, на Кубе ездил. А в этот раз надо ехать на Скотте. Новеньком, новый велосипед Скотт. Теперь у меня есть 3 аккумулятора, 2 встроенных и 1 запасной в рюкзак. Ох, ветер. Посмотрим, да. А если в Сочи не получится, то поеду в Ялту. Красота. Ляпота. Ты смотри, ветер. Ну, сейчас у меня вот 2 аккумулятора стоит на турбо. Хватает на 65 километров. Даже было на 68 было. Один раз даже на 70. Да, один раз даже было на 70 километров. Но это я частично ЕМТБ ездил, частично турбо. И вот приехал домой, 70 было. А если чисто все время на турбо, то это, да, 65 километров. А на ЕМТБ сейчас, ну, где-то 90. А похолодает, ну, там, когда уже температура будет 20 там, вот, то тогда уже будет хватать на меньше. Где-то ЕМТБ будет хватать на километров, наверное, 80-85. Ну, то есть где-то на 5-7 километров уменьшается, когда начинает холодать. Ну, зимой, например, 80-90 километров особо не поездишь. Ну, это если температура плюс там 10-12, то еще да. А когда температура плюс 5, например, или там около 0, то 80 километров как бы не очень. Вот. Зимой я в основном езжу, ну, максимум это 50, максимум. Потому что потом уже все как бы лучше, ну, лучше заходить домой, заезжать. Потому что как бы вот 50 километров это, ну, это часа 3 где-то. Так, если не спеша ездить. А часа 3 на велосипеде зимой, хоть как бы тепло бы так не был одет, это как бы нормально так. Все равно так тело то остывает, то потеет,
то остывает, то потом потеет, то остывает. Как бы так себе. Не очень долго находиться на улице нежелательно. Поэтому зимой, да, там 40-50 километров это достаточно. Ну, это когда вот температура там около 0, плюс 5. А когда плюс 10, плюс 12 там, зимой часто у нас так в Ялте, вот в январе и в феврале может быть плюс 10. Вот. Ну, в принципе, да, при такой температуре 50-55 километров, вот, например, Ялта-Семис и назад, вполне нормально. Там где-то стал кофейка, бахнул, там где-то стал, сел на берегу, чаю выпил и поехал. Нормально, да. Ну, там Ялта-Семис, Ялта, например, Гурзуф. Ну, еще можно Партенит. Вот такие, как бы, расстояния. Или там до Серебряной Беседки на Айпетре там и назад. Так что надо в октябре, ноябре, начало декабря ездить маршруты такие, там можно длинные, там и 80 километров, и 90, и 100 в разные места. А вот уже там в конце декабря, январь, февраль, там уже, конечно, много не поездишь из-за температуры. Ну, вот 40-50 это нормально. Так, а мы подъезжаем к спуску, к первому. Вот, 3 деления у нас. Первый спуск. Останавливаться мы не будем. Время только надо посмотреть. Время почти, не почти, а 6:30. Ну и нормально.
долина. Проезжаем. Что-то тут никого нету. Машин. Кафе «Бочка». Шашлыки, чебуреки. Скала такая мощная. Гора скала. Ветер, ветер. На подъем еще и ветер, собака. Кстати, большой минус осенью и зимой в Феодосии, в Коктебеле, вот в Орджоникидзе — это ветер. Это постоянный ветер. Где-то начиная с конца сентября, и он постоянно дует изо дня в день.